Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас карта дня на 28 сентября. Это будет вторник. Будем смотреть все знаки зодиака. Начинаем по очереди с овнов. Первый у нас овны идут. Смотрим, что ждет вас, овны, в этот день, 28 сентября, вторник. Покажите мне события для овнов. Смотрим овны. Свечи, надежда какая-то. Вы на что-то будете надеяться в этот день. Тайное свидание не получается, потому что свечи держат. Гости. Надежда, гости. Якорь. Что-то получится закончить, доделать или прибыть. Может быть, прибытие в гости. Семейная жизнь. Может быть, в гостях будут дети, или вы идете с детьми в гости, как вариант. Ожидание. Ожидание. Может быть, к вам придут гости, ожидания. Так, горячая любовь не получается. Шарики, прекрасная новость, радостная какая-то у вас будет. Так, и смотрю периметр. Письмо не получается, потому что уже новость зафиксировала. Лебедь не получается, тоже зафиксирована уже карточка. Здесь нет, теперь смотрим, здесь нет. Нет, нет, нет. Нет. И деловые отношения, да. И деловые отношения еще у вас есть. Получается, какая-то надежда в этот день, ну, может быть, надежда на то, что, да, вот эта встреча пройдет успешно. Радостная новость, ожидание, что-то получается закончить, доделать. Может быть, вот дела, да, какие-то у вас есть, и ставите прям точку. И еще гости. Гости и семейная жизнь. Не знаю, тут то ли вы семьей всей пойдете, то ли к вам придут, может быть, с детьми. Что-то будет связано с детками в этот день. С детками и гостями. Так что вот такой у вас хороший день. Все получается по работе, да, что-то закончить доделать. Плюс еще вечером гости могут быть. С кем-то будете общаться и, может быть, вот знаете, какую-то радостную новость еще. Благодарю за внимание, овны. Переходим к тельцам. Посмотрим для тельцов, что приготовил день. Я извиняюсь. Так, тельцы. Смотрим события для вас. 28 сентября. Вторник. 28 сентября. Вторник. Покажите, что тельцов этот день. События для тельцов. События для тельцов.
События для тельцов. Так, тельцы, у вас первое сразу выпадает счастье, подкова. Удача, везение может еще быть в этот день. Исполнение желания. Вот почему почему вы счастливы. Потому что какое-то желание исполняется. Ожидания. Если вы кого-то ждали или чего-то ждали, да, я так понимаю, что эти ожидания оправдываются. Подарок. Кто-то получит подарочек. Угу. Неприятность еще выпадает. Так, горизонтали не вижу совпадений, вертикали нет, нет. Ну, по периметру не вижу совпадений. Получается, у вас выпадает счастье, вы счастливы, довольны от того, что исполняется какое-то желание, возможно, в виде подарка, то есть вам дарят, да, то есть вы о чем-то мечтали, хотели, ждали, да, вот ждали, ожидания, и получаете. Еще ожидание может проиграться вместе с неприятностью, да, то есть неприятность это когда вы чего-то ждете, да, то есть приехали закрыто, да, или нужно ждать, то есть вот это может быть неприятностью. Но не всегда, да, то есть это как вариант. Также это может быть все что угодно. Это вы можете что-то потерять, упустить, забыть, поломать, какая-то может быть в дороге, да, вот неприятность, когда транспорт ломается, когда вы не успеваете по срокам, да, что-то вот приехать, доделать. Поэтому вот будьте начеку, да, с этой неприятностью. В принципе, вы, если будете внимательными, осознанными, вы можете частично, да, избежать, да, ее. Но иногда вот бывают ситуации, когда уже, если не от нас зависит, да, то уже что-то происходит. Просто тут надо понимать, что ее всегда, скажем так, легко решить, да, ну нелегко, может быть, решить, но это не конец света, да, поэтому не относитесь к этому как к концу света, если даже это и произойдет. Все легко решается. Нужно просто сразу взять себя в руки, да, и подумать, найти выход из этой ситуации. Так, хорошо, тельцы, благодарю за внимание. Переходим к близнецам. Смотрим события для близнецов. Что у вас будет? 28 сентября, вторник. Покажите мне события для близнецов. 28 сентября, вторник. События для близнецов. Картинка одна перевернулась. Так, смотрим. Какая-то новость у вас будет прямо с утра, скорее всего, в первой половине дня. Получите новость, может быть, через смс-ку, да, либо письмо на электронной почте, в обычном почтовом ящике, может быть.
надежда. Может быть, вот эта новость даст вам какую-то надежду. Интимная связь не получается. Свидание. Свидание. Может быть, приглашение на свидание, да, и такая и надежда появляется, да, что вечером хорошо проведете время. Солнышко не получается. Жаль. Так, смотрим еще, что тут может быть. Угу. Периметр. По горизонтали не вижу совпадений, по вертикали нет, нет, нет. Здесь есть семейная жизнь. Что-то связанное с семьей, с детьми. Так, здесь нет. И здесь нет совпадений. Получается, у вас какая-то новость, надежда. Ну, может быть, например, надежда, да, дети привезут внуков, да, и пойдут на свидание, ну, вот как вариант, да. Тут, ну, как угодно, в принципе, можно придумать. Надежда, новость, свидание и что-то с детьми связанное. Может быть, кто-то всей семьей пойдет, да, свидание имеется в виду просто какая-то прогулка, где-то погулять, поужинать, отдохнуть все вместе. Поэтому тут вот, ну, у вас, видите, как-то событий не очень много. Самое главное, я так понимаю, что это новость какая-то интересная. Ну и вот какой-то вечером как-то хорошо проведете время. Вот такая информация у меня для вас, близнецы. Такой у вас день, несобытийный. Спокойный денечек будет 28-е. Благодарю за внимание. Переходим к ракам. Так, события для раков смотрим. 28 сентября. 28 сентября. События для раков. Покажите мне, что будет происходить. Какие события будут у раков. Так, смотрим. Раки, интересно, что у вас? Слезы вижу. Слезы. Ну, пока преждевременные выводы не делаем, пока непонятно, что за слезы. Бывают и слезы от смеха. От того, что сильно весело. Ожидания не получается уже. Гости. Приглашение. Наверное, вы пойдете. Вас приглашают в гости.
Так, ножницы не получается, потому что дерево держит. Хорошо, смотрим тогда периметр. Здесь я все проверила внутри, ничего не вижу. Периметр, да, новость вижу по периметру. Это, кстати, может быть приглашение в виде смс-ки, да, то есть либо письмо на электронную почту, то есть новость. Ну, вернее, весть, информация какая-то, не новость, а весть, а информация это может быть приглашение. Так, у вас еще есть корона, это встреча с каким-то важным человеком, может быть, в этот день. Да, кто-то, кто имеет статус, власть, положение в обществе, то есть это какое-то официальное лицо. Начальник, руководитель, налоговый инспектор, судья, в общем, все вот эти вот важные личности. События в месяце. Вот, может быть, вы раз в месяц ходите, да, вот к этому человеку, да, либо какой-то документ оформляете, подписываете, либо что-то, может быть, он там зарплату вам выдает, да. Поэтому вот я думаю, что эти события могут быть связаны. События и вот этот человек. Так, якорь не получается, зафиксировано, здесь нет. Здесь, да, есть ссора. Вот, видите, слезы. Все-таки вычислили мы, откуда эти слезы. Ссора. Ну, тут трудно сказать. Ссора будет... Сейчас я здесь досмотрю. Интимная связь не получается. Вот смотрите, ссора, конечно, может быть и с этим человеком. Ссора может быть и в гостях, да, то есть можно притянуть ее, скажем так, да. Но не всегда, не всегда. Иногда это просто вот какое-то отдельное событие, да, то есть вы где-то можете в течение дня еще с кем-то поругаться. Да, и вот показывает, что в принципе ссора серьезная, потому что есть слезы, переживания. Но тут важно не поругаться с вот этим человеком, наверное, да, чтобы потом не было проблем в жизни. Поэтому так, в общем, смотрите, ссора, да, старайтесь избегать. То есть, если вы видите, что уже идет накал страстей, что вот и все, да, и будет взрыв, просто уходите, да, ну как уходите, скажите, давай остынем 5 минут, поговорим через 5 минут, да, то есть нужно взять какой-то тайм-аут, передышку, чтобы не подымалась дальше вся эта волна. Затем, это вот из не очень хорошего, зато из хорошего: приглашение, гости, события в месяце, какой-то серьезный человек, может быть доктор, может быть вы к доктору ходите, да, раз в месяц, может быть налоговый инспектор, может быть какой-то руководитель, начальник. И мгновенная весть, то есть это какая-то информация. К вам приходит еще информация. Может быть, этот человек передает. Или, как я говорила, приглашение приходит. Ну, я думаю, вы поймете, когда это произойдет, что это вот это событие произошло. Так что вот такой у вас день. В принципе, день неплохой. Единственное, если вам получится, да, вот проконтролировать ссору, то тогда все будет хорошо. Благодарю за внимание, раки. Переходим ко львам. Так, львы. События для вас. 28 сентября. 28 сентября. Вторник. События для львов. Покажите мне. Колокольчик. Пустые разговоры. Ну, иногда приятные пустые разговоры, да, то есть это когда мы болтаем по телефону с подружкой, другом, с мамой, не знаю, кто с кем там, да, может долго болтать, да, когда по 2 часа ни о чем, да, как говорится, о том о сём.
Событие в доме какое-то у вас может быть. Это не обязательно в доме имеется в виду у вас, это может быть в роду, да, скажем так, в семье событие. У родителей, братьев, сестер. Какой-то важный человек. Официальное лицо. Ну, это будет встреча, скорее всего, встреча с этим человеком. Болезнь не получается, потому что у нас тут событие держит карточку. Смотрите, ссора выпадает. Ссора. Колебания, сомнения какие-то в принятии решения, да, то есть вы не знаете, какое решение принять. Тайна. Может быть, после того, как открывается какая-то информация. Да, либо открывается тайна, и из этого вы ссоритесь. Может быть, это все вот в этом пустом разговоре, вроде казалось бы, да, пустой. Ожидание. Ох, у вас тут как интересно. Так, застолье не получается. Тут целый детектив прям. Надежда какая-то, прям ожидание, надежда, тайны. Так, проверяю периметр. Нет, смотрим здесь, по вертикалям смотрим, нет. Нет, нет, нет. Подарок, да, подарок. Тут, кстати, подарок вы можете покупать и на события. Подарок — это может быть презент этому человеку, когда вы едете навстречу. Так, здесь нет совпадений. Получается, очень интересно у вас тут выходит. У вас есть ожидание и надежда. И я думаю, что это ожидание и надежда, это связано с вот этим человеком, да, вот имеющий какое-то положение, статус, власть. Может быть, он вам поможет решить какое-то дело, в котором вы сомневаетесь. Он откроет, да, вот этот замок, который закрыт, скажем так. Ну, либо какую-то тайну откроет. Еще может быть вариант, что эта тайна, которая откроется, приводит к ссоре, да, то есть это не касается этого человека, это где-то вот какое-то другое событие. Также есть еще какой-то дома намечается праздник, подарок. Я думаю, что это вы покупаете либо на этот праздник, либо на встречу с этим человеком. И пустые разговоры, но пустые разговоры — это на празднике, да, когда вы собираетесь в большой компании и просто вот болтовня, разговоры, да, кто, что, как дела. И, кстати, может быть ссора вот, да, на этом празднике среди вот этих разговоров. Вроде были пустые разговоры, да, в итоге договорились до ссоры. Поэтому вот так может быть. Но тут вот очень интересно, что это у вас за ожидания, тайны, да, вот что-то такое интересненькое. Благодарю за внимание, львы. Мы переходим к девам. Смотрим события для дев. Так, девы. События для вас. 28 сентября. Вторник. События для дев. Покажите мне. Что будет происходить у дев 28 сентября во вторник? Смотрим, девы. Гости.
У многих гости выпадают. Так, казенный дом не получается. Пустой звон, колокольчик. Это пустые разговоры. Ну, это в гостях. Будете болтать о том о сём. Так, солнышко рады, довольны, счастливы. Ключик у вас выпадает. Все в ваших руках в этот день. Нужно обязательно воспользоваться этим ключом и открыть для себя какие-то двери. Ожидания не получается. Вот у вас, если что-то не получалось, да, были какие-то вопросы, проблемки, то вот с помощью ключа очень часто можно решить. Может быть обман. Иногда это даже проигрывается, когда мы обманываем. Так что, может быть, да, вот в этих пустых разговорах кто-то что-то придумает, да, немножко приукрасит историю. Поэтому может так проиграться. Здесь нет, здесь нет, нет, нет. Мгновенная весть нельзя, потому что обман держит. И ножнички можно. Так, сейчас вот так вот надо сделать. Вот. Смотрите, получается у вас просто шикарный день, потому что, даже несмотря на этот обман, у вас, получается, есть ключ и ножницы. То есть решится какое-то дело. Это можно прям отрезать и забыть. Поэтому обязательно воспользуйтесь этим днем, вторником. Решите какой-то свой вопрос, который вас долго-долго мучает. Вы очень счастливы, довольны. Ну, тут понятно, да, потому что решается что-то важное. И плюс еще гости. Гости, где вы будете много болтать, будет весело, здорово, прекрасно. Единственное, да, может кто-то что-то приукрасить, обман. То ли вы, да, что-то приукрасите, то ли кто-то будет рассказывать. Ну, тут уже только вам понятно, да, если вы не врете, тогда это кто-то другой, да. Так что смотрите, да, все, что вам будут рассказывать, да, может быть, там что-то где-то можно поделить на два. Вот такая информация у меня для вас. Благодарю, девы, за внимание. Дальше мы переходим к весам. Следующие 6 знаков зодиака будут в другом видео. Ссылочку на него вы можете найти под этим видео в описании. И по тайм-коду найти свой знак и посмотреть. Так что жду вас на своем втором видео.